Подконтрольный Кремлю крымский муфтият ранее обещал защищать своих соотечественников в Крыму. Теперь признает задержанных мусульман террористами. Эмир Али Аблаев участвует в Евразийском исламском форуме. Нашим журналистам удалось пообщаться с российским муфтием Крыма в Стамбуле. Быть внимательными к организации Хизб ут-Тахрир, чтобы обезопасить себя и свои семьи. Такое заявление разместили на сайте муфтиата после вчерашних обысков и задержаний в Крыму. Соседи Эмиля Джалядинова, задержанного ФСБшниками, говорят о том, что не стоит ожидать помощи от муфтиата, поняли еще вчера. Пригласили он телеканал «Миллет» и приехали. Вот наш «Миллет». Муфтията никого нет. Никого нет. Из правительства. Вот живут на нашей улице. Правительства никого нет. Это видео 2014 года. Тогда в интервью одному из крымских телеканалов Эмир Али Аблаев уверял, муфтиат не сдаст ни одного мусульманина в Крыму. Никого из нашего народа мы не выдадим. На протяжении 15 лет мы просили президента не регистрировать различные религиозные организации. В нашей многовековой истории их никогда не было. Но если сегодня нас пытаются рассорить между собой, мы не выдадим никого ни СБУ, ни прокурору. За 2 года риторика муфтия по Хизб ут-Тахрир кардинально изменилась. Вот как он прокомментировал вчерашнее задержание журналисту АТР. Сегодня Крым стал частью российского государства, где организация Хизб ут-Тахрир признана террористической и запрещена Конституцией. Но после 10-15 лет связи с Хизб ут-Тахрир наши ребята этого не понимают. За последние 2 года, которые мы с Россией, нам дали время избавиться от этого течения. Поэтому мы говорим нашим ребятам, что нельзя так, прекращайте. Мы объясняем, наставляем на верный путь. К сожалению, за 2 года мы с этим не справились. Окружение муфтия обращает внимание на микрофон журналиста. Раньше Эмир Али Аблаев был частым гостем на телеканале АТР. Теперь же обвиняет в нечестности и необъективности. Allah sizlere insaf versin, namus versin, adalet versin. Başka bir şey söylemeyeceğim. Çünkü yaptığınız Türkiye, Kiev'deki yaptığı adaletsizlik, yazdıkları adaletsizlikler hiçbir kitaba sığmayın. Ama onun da vebalini Allah senden de soracak, senden de soracak. Yazan sensin, doğruyu göstermeyin, niçin doğruyu göstermedin diye sizden soracak. Наталка Калинка, Эмине Халил, Владлен Мельников, Zaman, АТР.